Целительные свойства воды по рассказу Анастасии. Я могу, Владимир, рассказать о действиях, с помощью которых любой человек сам может почувствовать великие возможности живой воды. Расскажи тебе или тем, кто пожелает испытать на себе целительные свойства воды. Сначала необходимо найти родник с наиболее понравившейся по вкусу водой, привезти эту воду домой, разлить по сосудам и заморозить. Каждый вечер ставить необходимо для использования днем количество воды в красивом сосуде на стол. Желательно, чтобы под сосудом был кусочек зеленой ткани. Перед сном необходимо сказать воде добрые слова. Можно просто подумать о ней ласково. В комнате не должно быть слишком тепло. Необходимо, чтобы в воде оставалось немножко льда. Если его не останется, надо добавить кусочек льда, хранящийся отдельно на морозе. Желательно добавлять и в теплую воду маленький кусочек льда, и в горячий чай, который ты пьешь. Когда лед будет таять, следует думать о воде с ласковой. Можно говорить ей приятные слова, как живому существу. В талую воду можно капнуть одну капельку кедрового масла. Неважно, в какой объем воды попадет эта капелька, информация от нее распространится на весь объем воды, и эта информация очень важна. Перед сном можно погладить сосуд с водой и выдохнуть на воду воздух из себя. На следующий день, когда проснешься, нужно поздороваться с водой. Воду желательно пить небольшими неспешными глотками. И еще ею можно смачивать лицо. Если в твоем теле есть какие-то заболевания, вода начнет лечить их, обязательно вылечить. Улучшение ты почувствуешь уже через 3 дня. Если будешь употреблять воду 99 дней, даже серьезные болезни уйдут из твоего тела, и ты увидишь, как кожа на твоем лице заметно улучшится. Если ты захочешь, чтобы твое тело помолодело и мысль стала работать с большей скоростью, то помимо употребления воды можно употреблять кедровое масло утром, в полдень и в начале вечера. Каждый раз по одному глотку, еще мед из разных трав и пыльцу цветочную в количестве, сколько тебе будет приятно. Но с водой их смешивать не надо. Если так ты будешь делать 30 дней, твоя мысль заработает с большей скоростью, а тело помолодеет. То, что ты рассказала, Анастасия, заслуживает внимания, потому что сказанное можно проверить и ученым, и простым людям. Но откуда ты все это знаешь? От своих предков? От воды, произнесла Анастасия и засмеялась, закружилась, радуясь чему-то. Потом остановилась и добавила серьезно: и еще от звезд я это знаю. Отрывок из книги «Анастасия. Энергия твоего рода» под авторством Владимира Мегре, издание 2019 года. Глава «Звездная женщина», страницы 117-118. Зная целительные, чувствительные волшебные свойства кедра, мы посадили у родника малюсенький кедрик в 2018 году 30 августа. Сегодня 2024 год, наш кедрик вон какой вырос. Мы ухаживаем за ним, и другие люди тоже ухаживают. Мы благодарим их за это.